Остановить, объяснить, напомнить. Вот основные принципы любой профилактической акции сотрудников госавтоинспекции. Но если для одних водителей, получивших штраф за нарушение ПДД, это становится уроком, то для других выписанный протокол – ничего не значащая бумажка. У инспекторов ГИБДД есть своеобразный негласный рейтинг нарушений. Лидером среди них является превышение скорости. Действительно, какой русский не любит быстрой езды? К сожалению, соблюдать скоростной режим у нас в стране не принято и считается чуть ли не дурным тоном. Далее в списке распространенных нарушений – пьяная езда, разговор по мобильному за рулем, а еще наши водители не любят пропускать пешеходов и возят детей без специального удерживающего устройства. Дабы пресекать подобные нарушения, и проводятся ежемесячные рейдовые мероприятия. На этот раз внимание сотрудников ГИБДД было направлено на безопасность маленьких пассажиров. Цель данного мероприятия направлена на снижение пострадавших детей в результате дорожно-транспортных происшествий. На сегодняшний день в городе Сибай зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. По сравнению с прошлым годом -1. В прошлом году было 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. На сегодняшний день инспекторами ДПС выявлено 406 административных правонарушений по перевозке детей без специальных удерживающих устройств. По сравнению с прошлым годом уже получается плюс 5 административных правонарушений. В очередной раз напоминаем водителям, что безопасность детей зависит от самих водителей, которые перевозят своих детей, детей близких, кто при помощи удерживающих устройств, кто без специальных удерживающих устройств. Это уже на их совести. Профилактическая акция «Внимание, дети» будет проводиться до 14 ноября. Под особый контроль инспекторов ГИБДД попадут детские сады, школы и учреждения дополнительного образования. Сотрудники госавтоинспекции уже начали проверять наличие детских кресел при перевозке маленьких пассажиров. Только за час было выявлено более 10 случаев нарушения закона. Откройте, пожалуйста, вашу заднюю дверь. Чё, чувак, мы влипли. Сколько лет ребенку? 5 будет. 5. Как зовут? Данила. Пройдемте. Составление протокола. Самое частое оправдание правонарушителей звучит так. Раньше все возили детей на руках и ничего, живы, а кресло – это излишество. Опасное и ложное суждение. Да, раньше возили детей на руках, но ведь и количество автомобилей было в разы меньше. Возможности машин были не такие, как сейчас. Вряд ли запорожцы или москвич могли развить скорость более 60-70 км в час. Если принять во внимание законы физики и посчитать, как изменится во время аварии вес ребенка, которого мать держит на руках, станет понятно, удержать чадо ей не удастся. Для примера, вес годовалого малыша 10 кг. При лобовом столкновении на скорости 40 км в час эта цифра увеличивается примерно в 35 раз. Удержать малыша в такой ситуации способно только автокресло. Но, видимо, сибайским водителям законы физики, как и правила дорожного движения, не указ. Детям сколько лет? 11 и 4. 11 и 4. А вы знаете, что согласно пункту правил 22.9 ПДД дети должны переводиться при помощи специальных удерживающих устройств? Дочка была пристегнута. При помощи специальных детских удерживающих устройств, не ремней. Дети до 12-летнего возраста перевозятся при помощи специальных удерживающих устройств. Понятно? Наказание за данное административное правонарушение знаете? Пройдемте, пожалуйста. С садика забрала, выложили, и вот мама в больницу попала, сейчас ехала в больницу к ней, и так получилось быстренько. И не подумала. Нормально, положительно. Просто есть громоздкие, а есть вот такие вот, как объяснить? Ну, да, компактные вот. К ним больше предпочитание, чем большим громоздким. Потому что их поставишь, и потом уже залазить другим детям неудобно. Патрульному экипажу невозможно уследить за всеми. И пока одним выписывают штраф за отсутствие детского кресла, который, к слову, составляет 3000 рублей, другие безнаказанно проезжают мимо. Как, например, этот водитель фургона. Обратите внимание, впереди, где могут сесть только 2 пассажира, сидит аж 4 ребенка. Такая езда до поры до времени. При этом из остановленных авто слышится одно и то же оправдание. Так получилось. Ну вот так получилось. Как можно еще сказать? Скажите, кресло есть у родителей? Да, у родителей в машине кресло есть, а мы просто провожали на поезд тетю и вот ехали их отвезти домой. Поэтому так у нас получилось. Тем не менее, есть и такие, для кого безопасность собственного чада превыше всего. Например, Денис Буранбаев. Молодой папа наличие детского кресла для сына считает необходимостью. Для безопасности не зря же придумали. Вот и используем. И штрафы большие, если не используешь. Вас хоть раз штрафовали за отсутствие детского кресла? Да, один раз было, когда не было. Когда вот только начали.
закон когда только вышел, тогда и штрафовали. Профилактическая акция «Внимание, дети» будет проводиться до 14 ноября включительно. И водителям, осуществляющим перевозки детей до 12 лет без спецустройства, не следует выбирать маршруты в объезд экипажей ДПС. Ведь наличие детского кресла в машине нужно не госавтоинспекторам, а в первую очередь вашему ребенку. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.